пройдет. И город Улан-Удэ тоже задержится, будет через час-полтора. Уважаемые коллеги, я рад приветствовать от имени руководителя администрации Петра Лукича Носкова и Баира Владимировича Жамбалова, председателя Комитета территориального развития. Они просили передать вам большую благодарность за те результаты выборов 18 сентября 2016 года, которые мы вместе с вами, в принципе, очень достойно организовали, провели. Те задачи, которые были поставлены перед нами, в основном выполнены. По результатам выборов у нас есть два одномандатника, которые представляют нашу республику. Это Дамдинов Алдар Валерьевич и Будуев Николай Робертович. Также партия «Единая Россия» набрала подавляющее большинство, более 43% по итогам выборов у нас в Республике Бурятия. Большое вам спасибо и еще раз благодарность от нашего руководства. Также я хотел бы представить наших коллег, которые сегодня у нас присутствуют. Анжела Борисовна Зайцева, начальник отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями. Наверное, многие все знают. Ольга Петровна Дарматеева, наш мозговой центр комитета, можно сказать, да. В ее функции входит разработка всех нормативных правовых актов, проектов законов, касающихся организации местного самоуправления. Наши кураторы: Дугаров Жембет Цимпилович, он курирует Баунтовский район, Яравнинский, Хоринский, Кижингинский, и все, да, 4 района. Асланян Николь Гунунович, куратор северных наших районов, Северобайкальский район, город Северобайкальск и Муйский район. Жалцанова Роза Бадбаевна, это наш новый сотрудник, который курирует Тункинский, Акинский район, Прибайкальский, Баргузинский и Курумканский районы. Хмелева Любовь Юрьевна, начальник отдела по работе с обращениями граждан, но у нее будет сегодня отдельная тема выступления. Уважаемые коллеги, я бы хотел тоже выразить приветствие, благодарность сотрудникам Бурятского государственного университета. Спасибо, что мы с вами начинаем сотрудничать. Вы у нас сегодня выиграли конкурс, поэтому мы в таких уютных стенах нового корпуса Бурятского государственного университета, одного из наших классических вузов, лидеров высшего образования в республике. Мы надеемся, что у нас сотрудничество будет плодотворным и долгим. И Борис Константинович Бородин, неизменный наш соратник, помощник, наш старший коллега, председатель и директор исполкома Ассоциации Совета муниципальных образований. У него тоже сегодня будет свое отдельное выступление. Также, уважаемые коллеги, я бы хотел представить наших новичков, которые сегодня по результатам выборов, по результатам формирования новых команд влились в нашу команду управляющих делами. В Баргузинском районе Будаев Заректов Владимирович, прошу любить и жаловать. Иволгинский район Голданов Семен Семенович. В Курумканском районе Будаев Юрий Бадмажапович уже давно работает. Ой, вы, да? Юрий Бадмажапович, пожалуйста. В Яхтинском районе Тугульдуров Владимир Бальжанимаевич. Спасибо. Так, от Тунки у нас сегодня присутствует Баздоева Светлана Доржеевна. Здесь она? Здесь. Вы начальник организационного отдела, да? Да. Хорошо, спасибо. Ну, остальные коллеги, я думаю, вы все друг друга знаете. Я в процессе общения во второй половине нашего семинара мы поближе познакомимся. Организаторами сегодняшнего семинара выступает наш комитет, Комитет территориального развития, Бурятский государственный университет, Ассоциация Совета муниципальных образований. По вашей просьбе в нашем семинаре сегодня примут участие руководитель Государственной инспекции труда Пыкин Анатолий Иванович, специалисты практики из администрации как главы республики, так и администрации города. Во второй части мы вместе с вами будем выезжать в один из самых крупных районов республики, это в Кабанский район.
Там мы познакомимся с работой администрации района, поделимся с ними опытом, послушаем их, достопримечательности района посмотрим, ознакомимся с работой ТОСов и посетим градообразующие предприятия. Далее по своему выступлению хотелось бы отметить те нововведения, те новшества, которые были произведены и приняты у нас в республике по мере принятия федеральных законов и одобренные были, разработанные с нашим участием и приняты Народным Хуралом. В администрации главы республики на сегодняшний день Комитетом государственной службы и нашим участием разрабатывается концепция кадровой политики в системе государственного и муниципального управления в Республике Бурятия. Основной целью кадровой политики является формирование, развитие и эффективное использование кадрового потенциала государственного и муниципального управления, ориентированного на решение задач социально-экономического развития республики. К сожалению, в связи с дефицитом средств в республиканском бюджете мы вам уже не можем выделить республиканские субсидии на обеспечение профессиональной переподготовки и на повышение квалификации. Но в ходе реализации концепции кадровой политики нами прорабатывается возможность создания кадрового ресурсного центра для системы непрерывной подготовки государственных и муниципальных служащих совместно с научными и образовательными организациями Республики Бурятия, имеющими опыт в сфере развития государственного и муниципального управления. Отдельно хотелось бы вкратце остановиться на теме ТОСов. Сегодня в республике у нас действует 1137 организаций территориального общественного самоуправления. Эта цифра складывается на основе данных, которые вы нам даете. Отдельно по этой тематике выступит у нас сегодня Намсараев Николай Николаевич. Последние новости я бы хотел сказать, что на текущий конкурс, который у нас прием заявок завершился 1 октября, поступило 796 заявок. Это опять же рекордная для нас цифра, большой объем работы предстоит. Вы сами понимаете, что конкуренция таким образом между районами в целом, между ТОСами и поселениями внутри каждого района, она только усиливается. Уже второй год у нас объем финансирования составляет 35,5 миллиона рублей. Проект бюджета на 2017 год сейчас формируется в Министерстве финансов и Народном Хурале. Мы эту цифру планируем, конечно же, отстаивать. По порядку избрания глав муниципальных образований. Законом Республики Бурятия 25 марта 2015 года номер 1160 установлен следующий порядок избрания главы муниципального образования. Первое. Только на муниципальных выборах в городских округах, муниципальных районах и поселениях с численностью населения более 10 тысяч человек. В эту категорию входят у нас города Гусиноозерск, Кяхта, Закаменск, поселки городского типа Анахой и Селенгинск. Второе. На муниципальных выборах главы избираются либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса в соответствии с уставом поселения, не являющегося административным центром муниципального района с численностью населения менее 10 тысяч человек. И третий вариант – это Советом депутатов из депутатского корпуса поселения, уже являющегося административным центром муниципального района и численностью населения менее 10 тысяч человек. При этом глава исполняет полномочия председателя представительного органа муниципального образования, и уставом может быть предусмотрено формирование исполнительного органа, возглавляемого главой муниципального образования. В текущем году были избраны главы Тункинского, Кабанского и Муйского районов. Сформирован Совет депутатов первого созыва вновь образованного поселения Кульское Коренского района.
И в единый день голосования 18 сентября состоялись выборы глав 5 муниципальных районов. Это Баргузинский, Яравнинский, Иволгинский, Кижингинский и Акинский районы. Также состоялись выборы поселенческого уровня. Это депутатов одного городского и 11 сельских поселений Кяхтинского района, депутатов сельского поселения Туран-Тункинского района, сельского поселения Шалуцкое Тарбагатайского района. Кроме этого, были дополнительные выборы 15 депутатов в 8 муниципальных районах. На упущение в работе органов местного самоуправления Муйского района указывает перенос голосования по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения Северомуйское. Вы, наверное, многие наслышаны, да, городское поселение Северомуйское в Муйском районе. Там очень сложная социально-экономическая ситуация. ЧС возникали, летом были 2 крупных пожара. И там очень четко прослеживается такое протестное настроение населения. Поэтому в единый день голосования на 18 сентября у нас получилась ситуация, что ни один из граждан поселка, района, жителей не подал документы на регистрацию в Совет депутатов. Таким образом были перенесены выборы на 6 ноября. Была проделана огромная работа и с нашим участием, и с районными властями. Была рабочая поездка главы республики в район. Сейчас у нас 15 кандидатов выдвинуты, они зарегистрированы. И мы надеемся, что при достаточной организации выборы в это поселение пройдут. Это один из отрицательных моментов, который мы столкнулись в последнее время. В настоящее время уставами в поселениях с численностью населения менее 10 тысяч человек предусмотрен следующий порядок избрания главы муниципального образования. На муниципальных выборах поселка Северомуйск, сельского поселения Аршанское, Гремячинское, Клюевское. Советом депутатов из кандидатов по конкурсу 232 сельских поселения и 7 городских поселений. Советом депутатов из своего состава 16 сельских поселений и 3 городских поселения. При этом избранный глава сельского поселения исполняет полномочия главы местной администрации. Первые выборы главы муниципального образования из кандидатов, представленных в конкурсной комиссии, были проведены Советом депутатов города Закаменск в ноябре прошлого года. Управлением Министерства юстиции России по Республике Бурятия и нашим комитетом были разработаны методические рекомендации по внесению изменений в уставы муниципальных образований, а также проекты муниципальных правовых актов по избранию Советами депутатов глав на основе конкурсных процедур. В 23 поселениях 12 районов республики уже проведены процедуры избрания главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных в конкурсной комиссии. На сегодняшний день можно сказать, что уже наработан определенный опыт. Хотелось бы отметить тоже из практики, что не везде у нас такая процедура, вроде бы кажется, что конкурс провести проще, чем те же выборы. На самом деле это тоже не так. Мы просим учитывать мнение населения, которое проживает в том или ином населенном пункте, в том или ином поселении в целом. Поэтому приведу пример. В Усть-Геране Кяхтинского района в прошлом году мы столкнулись с такой, казалось бы, патовой ситуацией, когда из представленных в конкурсной комиссии 2 кандидатов Совет депутатов поселения не избрал главу. Были согласительные процедуры, комиссионно мы выезжали с комитетом, с районной администрацией, проводили переговоры, согласительные процедуры, собрания с жителями, и на основании решения суда уже была повторно инициирована процедура избрания главы через конкурс. То есть это пример того, что, как у нас многие оппоненты говорят, что конкурсная процедура это не демократичная форма и не учитывается мнение населения. Тем не менее, при этой форме выборов главы муниципального образования есть же определенные преимущества. Во-первых, мы можем выбрать, определить кандидата, который соответствует более-менее требованиям
на руководящую должность главы поселения. Самое главное, на наш взгляд, чтобы этот человек имел опыт хозяйственной деятельности, опыт руководителя, авторитет, поддержку населения. И второй момент – это, конечно же, экономия средств местного бюджета. Вы все прекрасно понимаете, что мы в поселениях, они сами без дополнительных источников, и район порой вынужден помогать искать необходимые финансовые средства. В прошлом году, также исходя из практики в Кабанском районе, но здесь, правда, ситуация касается Совета депутатов сельского поселения Клюевское, почти 2 года глава с поселением не могли найти общий язык, были бескомпромиссные решения, затягивания, не принимался своевременно бюджет практически в течение 2 лет. Представительный орган не собирался не то что раз в квартал, раз в полугодие, раз в год. То есть не было кворума. Таким образом, глава поселения была вынуждена обратиться с соответствующим заявлением в Верховный суд Бурятии. Это тоже для нас прецедент в настоящее время. И на основании решения суда Совет депутатов Клюевского поселения был распущен. При этом процедура судебная тоже проходила в такой сложной обстановке, потому что вызывались все свидетели, все депутаты поселения, которые добровольно сложили свои полномочия, писали соответствующие заявления. Была привлечена прокуратура и республики, и района, администрация района. Но таким образом глава добилась своей цели, и было принято, на наш взгляд, единственно правильное решение по признанию нелегитимным состава Совета депутатов. Вместе с тем возникла другая проблема. В бюджете поселения не были предусмотрены выборы на проведение досрочных выборов. Поэтому сейчас эту ситуацию Кабанский район совместно с поселением решает. Далее. До конца года Советом депутатов еще 11 поселений предстоит избрание глав муниципальных образований из кандидатур, представленных по конкурсу, и комитет настоятельно рекомендует воспользоваться уже имеющимся накопленным опытом. Если у вас в районе такие процедуры еще были мало проведены, мы вас просим общаться с соседями, с коллегами, которые сегодня присутствуют здесь в зале, и также обращаться к нам. Хотелось бы отметить опыт деятельности городского поселения поселок Заиграево. В 2015 году в городском поселении Заиграево избранный в прошлом году из состава Советов депутатов глава работает на непостоянной основе, а полномочия местной администрации исполняет администрация муниципального района. Мы вам настоятельно рекомендуем посмотреть этот опыт. Вы знаете, что в 131 законе у нас есть правовые нормы, которые регулируют порядок создания единой администрации в районе и райцентре. Да? То есть, когда районная администрация исполняет полномочия исполнительного органа районного центра. Такой опыт, такая практика в России в принципе есть, но тут, конечно, надо тоже подойти очень взвешенно. Тут и кадровые вопросы. Понятно, что экономия денежных средств, бюджетных средств, она здесь без сомнения будет, но тем не менее при формировании команды, при сокращении аппарата работников районного центра, здесь необходимо очень так взвешенно подходить. В июне 2016 года были внесены поправки в наш бурятский закон об организации местного самоуправления в Республике Бурятия, согласно которому у нас законодательно уже определены дополнительная форма осуществления населения местного самоуправления в форме избрания старосты сельского населенного пункта.
Ранее комитет направлял вам письмо о необходимости включения в устав нормы, предусматривающей регулирование нормативным правовым актом Совета депутатов поселения, организацию работы старост сельских населенных пунктов. Необходимо будет утвердить решением Совета депутатов положение о старости, установить границы территории, права и обязанности, а также порядок взаимодействия с органами местного самоуправления, должностными лицами органов государственной власти и иные вопросы деятельности сельского старосты. Уважаемые коллеги, я здесь бы хотел акцентировать внимание, что к нам со стороны федеральных органов государственной власти очень настоятельно рекомендовали принять этот законопроект, этот закон, особенно по линии Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Вы знаете, что ситуация у нас с лесными пожарами, с наводнениями, не дай бог, с другими опасными явлениями природного и техногенного характера. И поэтому МЧС России очень пристальное внимание уделяет взаимодействию с органами местного самоуправления. Конечно же, они напрямую работают с вами, но в отдаленных населенных пунктах, которые находятся в лесной зоне, либо в отдаленности от райцентров, им необходимо налаживать взаимодействие с кем-то из руководителей на местах. В данном случае мы вас просим организовать работу старост. Практика показывает, что во многих районах функции старост исполняют отдельные сотрудники сельских поселковых администраций. И есть практика в то же время создания службы старост в других муниципальных районах. Из 264 поселений в Республике Бурятия в 168 поселениях имеются сельские населенные пункты, не являющиеся административным центром, это 367 единиц. Из них, по вашей информации, старосты работают только в 66 населенных пунктах. В том числе 46 человек работают на общественных началах, 17 на постоянной основе с фиксированной оплатой труда, и 3 человека являются штатными единицами местных администраций. Анализ муниципальных правовых актов показал, что порядок избрания старост, полномочия, форма их осуществления, а также размер и условия оплаты труда определяется по-разному. Например, решением собрания жителей в ряде поселений Кижингинского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Прибайкальского и Тарбагатайского районов. Решением Совета депутатов в поселениях Баргузинского, Баунтовского, Еволгинского и Кабанского районов и уже распоряжениями администрации в отдельных поселениях Баргузинского, Бичувского и Кижингинского районов. Мы вам направляли для использования в работе действующие положения, зарегистрированные уже в Федеральном регистре нормативных правовых актов. Так, например, положением о старостах населенных пунктов муниципального образования сельского поселения Гельберинское и Волгинского района предусмотрено, что староста села избирается на общем собрании либо конференции граждан села и возглавляет комитет территориального общественного самоуправления. За добросовестное исполнение возложенных полномочий староста поощряется мерами морального и материального стимулирования за счет внебюджетных средств. В поселке Малый Амалат сельского поселения Северное Баунтовского района староста избирается на сходе граждан, состоит уже в штате сельского поселения, и по согласованию с главой сельского поселения в распоряжении старосты могут передаваться часть бюджетных и внебюджетных средств. Имеется прецедент в селе Харитоново сельского поселения Барыкинского Тарбагатайского района, где староста села, избранный на сельском сходе, распоряжением администрации, назначен ответственным за организацию и исполнение мероприятий защиты населения и территории села от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Вместе с тем, данное распоряжение было опротестовано районной прокуратурой в силу превышения полномочий главы поселения, установленных 131 федеральным законом, которым не предусмотрено полномочия главы администрации по возложению обязанностей и приданию статуса ответственного лица за старостой села. К тому же участие в предупреждении ЧС по нашему закону и 131 закону относится к полномочиям районной администрации.
Приведенный пример свидетельствует о необходимости тщательной подготовки правового акта, регулирующего работу старосты, так как отсутствие в нем тех или иных норм может иметь, не то что непредвиденные последствия, но порой не соответствующие действующему законодательству. Также в июне 2016 года бурятским законом была введена новая статья, посвящена она опросу граждан. Детально эта норма в законе присутствует, я думаю, вы можете ознакомиться. Кроме того, федеральным законом номер 143 ФЗ от 23 мая о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан предусматривается с 1 января 2017 года повышение возраста для назначения страховых пенсий по старости лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы до 65 лет, а также увеличение минимального стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет до 20 лет. Вы об этом уже, наверное, многие знаете, да? То есть пенсионный возраст увеличен, надбавка по выслуга лет тоже увеличена до 20 лет. Согласно действующему федеральному законодательству, все полномочия по установлению доплаты и надбавки за выслугу лет находятся исключительно в вашей компетенции. То есть районный уровень финансируется, чиновники районного уровня финансируются за счет средств районного бюджета, муниципальные служащие, поселения финансируются за счет поселения. Поэтому и порядок, соответственно, устанавливается соответствующими органами местного самоуправления поселений и районов. В заключение, уважаемые коллеги, хотел бы обратить внимание на федеральный закон номер 224 ФЗ 30 июня. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае непредставления сведений об адресах сайтов или страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальный служащий или же муниципальный служащий, действующий, размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. То есть вы сами понимаете, что федеральный законодатель таким образом ужесточает требования к государственным служащим, к муниципальным служащим на нераспространение каких-либо сведений о деятельности государственных и муниципальных органов. Поэтому даже те данные, которые находятся в общедоступной среде, ВКонтакте, в Одноклассниках и так далее, где мы с вами, может быть, зарегистрированы, мы должны об этом декларировать своему работодателю. То есть идет ужесточение. Прошу также не забывать о положениях федерального закона о противодействии коррупции в части представления сведений о доходах и об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также расходах, которые должны мы все с вами соблюдать. Об этом отдельно расскажет блок Комитета специальных программ Хашанов Александр Викторович и Барашной Сергей Геннадьевич. Это новый руководитель, вы с ним сегодня познакомитесь. У меня на этом все. Если есть вопросы, постараюсь ответить. Пожалуйста. Нет? Тогда продолжаем. Слово предоставляется. Дугарова Альбине Евгении. Сейчас у нас маленький звонок произошел вчера. Марина Геннадьевна. Добрый день, уважаемые друзья. Мы очень рады приветствовать в Бурятском государственном университете, в самой лучшей библиотеке по всей Сибири. У нас новая научная библиотека, она самая лучшая по всей Сибири уже признана. Если с возможности времени, вы можете попросить экскурсию, вам покажут все современные технологии. Я являюсь директором Института непрерывного образования, под эгидой которого проходит этот ваш семинар. Мы очень рады, что вы обратили взоры на Бурятский государственный университет. У нас замечательная команда. И в этом отношении я хочу сделать маленькую рекламу, о чем мы занимаемся. Дело в том, что наш институт создан в 2009 году, и у нас есть возможности сотрудничать со всеми факультетами и институтами Бурятского государственного университета. Вот сегодня семинар проходит под эгидой Института экономики и управления.
Но вы можете также привлекать другие факультеты. У нас факультет юриспруденции. Мы можем делать блоковые такие модульные программы. У нас замечательный медицинский институт, замечательный педагогический институт и другие направления, которые могут вам... Вчера вот мы когда были на госэкзамене, я говорила о том, что недавно пограничная служба, да, погранзастава, управление пограничное. Вот, заказали нам курсы по риторике и русскому языку. Поэтому, в принципе, пределы возможностей наши не ограничены, учитывая все специальности, которые есть в нашем университете. И поэтому я думаю, что муниципальным служащим, которые вновь пришли с выборами, которые остались, вам необходимо повышение квалификации, вам необходимы курсы. У нас есть направление государственного муниципального управления, где мы вчера познакомились и пообщались, потому что эта профессиональная переподготовка, она занимает гораздо меньше времени, чем обучение в бакалавриате и магистратуре. Во-вторых, это очень гибкая система, которая позволяет работающим и работать, и учиться одновременно. Суммы у нас очень приемлемые. Вы вчера вот искренне были удивлены, что сейчас профессиональная переподготовка начинается с 250 часов диплома. Мы так поговорили с нашими надзорными органами, они говорят, ну пока есть возможность, люди платят, обучение проводится 504 часа. Это дает вам возможность получить диплом о проведении новой профессиональной деятельности. У нас, например, очень много специалистов, которые не имеют государственного муниципального управления, такого диплома, да? Поэтому, я думаю, рекомендую вам к нам прийти. У нас получается менеджер в образовании, там 250 точно, 250 дистанционно стоит 16 тысяч рублей, а курсы, которые связаны с 504 часа, они все стоят 30 тысяч. Это обучение год-полтора. Если есть какая-то информация, Альбина Юшеевна все остальное вам расскажет, покажет. Я думаю, что мы рады с вами встретиться, работать по заказам, мы можем выезжать в районы, можем организовывать здесь, как вам удобно. Поэтому приглашаем вас на наши курсы, давайте будем дружить и активно общаться. Спасибо большое за внимание. Альбина Юшеевна продолжает. Заведующий кафедрой экономической теории и государственного муниципального управления Брянского госуниверситета Угарова Альбина Юшеевна. Пожалуйста. Амурсай, Хундукинкут. В эти дни проходят дни бурятского языка, поэтому я позволю обратиться к вам таким образом, потому что Леонид Николаевич отметил, что Бурятский государственный университет является классическим университетом и носителем традиций. И мы сегодня, наверное, начинаем новую традицию нашего взаимодействия с муниципальными образованиями. Хотя я здесь хотела бы сказать, что Бурятский университет в 1996 году открыл направление подготовки к государственному муниципальному управлению. И наши первые выпускники уже очень солидные люди, занимают различные должности и работают в муниципальных образованиях. Я привела бы здесь несколько примеров. На сегодняшний момент главами поселений, сельских поселений, и самая сложная работа, вы прекрасно представляете это, работают в Закаменском районе Вадим Андреевич Шагдуров, также работает в Кабанском районе Дмитрий Владимирович Гурулев, это все наши выпускники. Ну а в разных администрациях, конечно, много работает наших выпускников. И здесь я еще привела бы один пример нашего взаимодействия в 2010 году по линии администрации главы правительства. Мы работали в различных районах. И таким опытом, итогом нашего взаимодействия стало то, что Селюгинский район, на тот момент Светлана Екатериновна Ишеева приехала, провела собеседование с нашими вообще выпускниками. Приехала она с одним вакантным местом, но настолько понравились наши выпускники, и она взяла всех троих по срочному контракту. Сегодня они сейчас являются успешными муниципальными служащими. Селюгинский район, наверное, поддержит меня, скажет, что Тимур Янчинов, да, вот это выпускник тоже нашего направления, государственного муниципального управления, Анжелика Дамгинова, Света Матушкеева успешно вошли в число муниципальных служащих. Таких примеров очень много, и вот мы с вами говорим о нашем взаимодействии. Наше плотное такое сотрудничество началось с февраля прошлого года, и оно, в общем-то, я выступала на заседании Совета ассоциации муниципальных образований с проектом кадрового резерва. И вот здесь я
на чем хотела бы немножко остановиться. Вот идея кадрового ресурсного центра тоже вот появилась у нас в прошлом году, и сейчас мы взаимодействуем с комитетом территориального развития, сейчас с комитетом государственной службы, в общем-то, пока ищем пути. И идеи у нас были такие, что создание единой базы данных кадрового резерва муниципальных служащих, мы сегодня его будет апробировать Анна Юрьевна Лосева, вы сами познакомитесь, уже, в общем-то, проект этот осуществлен. Организация записи вебинаров для освещения актуальных вопросов муниципальных образований у нас идет активно. И вот вы сейчас даже не можете представить, что у нас идет прямая трансляция. Вы сейчас с 15-секундной задержкой, вся эта трансляция идет в интернете, и потом она будет сохранена, и также вот те моменты, которые вы где-то, может быть, не запомнили, где-то хотите, может быть, уточнить или же поделиться со своими коллегами, вы все это спокойно можете сделать через сайт Ассоциации муниципальных образований. Вот здесь огромная заслуга нашего сотрудника Бурятского госуниверситета Вадима Викторовича Матонина, который пользуется, умеет работать с самыми новыми современными технологиями. И вот все это настроено. Мы сейчас в пространстве интернета, и можете прямо отправлять смс и говорить, заходите на канал YouTube Live БСУ, и вы можете даже передавать приветы, наверное, своим родственникам, знакомым и так далее. То, что касается проведения краткосрочных курсов, вот мы сегодня апробируем первый семинар, затем у нас 20-21 семинар будет с юристами, и в ноябре у нас будет семинар для вновь избранных глав, ну и также в ноябре мы завершим это мероприятие большим семинаром для кадрового резерва. Ну и дальнейшие среднесрочные задачи, которые мы поставили, также будут реализованы. Ну и вот в этом направлении Марина Геннадьевна уже рассказала о том, какие направления мы можем вести, наша кафедра. Ну и здесь я хотела бы остановиться, уже, наверное, подвести небольшой итог. Вот то, что мы в апреле с вами планировали, мы хотели набрать целевой набор бакалавров на направление подготовки к государственному муниципальному управлению. Сразу скажу, эксперимент наш не удался, но он идет он продолжается. Поэтому я вот сейчас именно хотела бы довести до вас, потому как вы самые те люди, которые можете все это организовать. Почему он не удался? Ну, во-первых, наверное, это была наша немножко ошибка, вернее, это получилось, то, что информация была доведена очень поздно. Это, с нашей стороны, поэтому мы сейчас уже начинаем вот эту ошибку свою исправлять. С другой стороны, были такие моменты, в приемной комиссии приходили родители, их выпускники, мы разъясняли, каким образом эта подготовка должна осуществляться и так далее, и так далее. Но, к сожалению, видимо, какой-то не совсем хороший опыт или работа не отдельных администраций у родителей вызывала такое прямо не то что отторжение, да, они готовы были обратиться, но просто говорили, что администрация района нас не поддержит, даже не попытавшись. Но здесь я не буду называть районы, я думаю, что сейчас команды поменялись, и ситуация наладится, и эту работу, конечно, нам нужно вместе с вами проводить. Цель этого проекта была в том, что мы хотели набрать из каждого района одного абитуриента лучшего, которого вы знаете, которого вы рекомендуете и в котором вы уверены, что он вернется к вам в ваше поселение или в ваш район. Суть этого проекта с точки зрения денег заключалась, в общем-то, в таком очень простом моменте. Да? Группа должна была состоять из 23 студентов, 23 районов. То есть, это я говорю по итогам
2016-2017 года у нас официальная стоимость была 97 тысяч. Ниже этой планки Министерство образования Российской Федерации не дает нам падать, поэтому со стороны Бурятского госуниверситета скидка должна была, ну, вот, в общем-то, составляла 38%. И для тех, кто имел баллы свыше 160 баллов, муниципальное образование за 4 года бакалавриата должно было бы с этим абитуриентом, которого вы хотите вернуть к себе на родину, оплачивать 10 тысяч рублей ежегодно. То есть это всего вам 40 тысяч, да, ваших денег, растяженных на протяжении 4 лет, дало бы вам, наверное, эффект того, что вы смогли бы выбрать самых лучших, вернуть к себе, потому что кадровый голод, он есть в любых поселениях, в любом районе. И таким образом вот эта целевая группа была бы такая уникальная, да, представитель каждого района, отобранный вами. И положение о конкурсе, оно было, в общем-то, самым простым: написать эссе, мотивационное письмо, почему он хочет, выбирает эту профессию, и написать, ну, такие эссе, ну, например, что я могу сделать для процветания своей малой родины, или же современный портрет муниципального служащего, экономический потенциал моего района, бренд моего района и так далее. И вот этот проект, я думаю, что нам нужно с вами продолжать. Была очень большая заинтересованность со стороны Акинского района, была заинтересованность со стороны Прибайкальского района, Заиграевского района. Вот, ну, я так понимаю, что это письма просто были отписаны в РУО, и как-то вот, может быть, ну, немножко было не доведено. И поэтому сейчас вот этот проект, я надеюсь, что мы сможем его реализовать, потому что здесь только один момент, да, нельзя путать с целевым набором. Потому что по закону целевой набор это предполагает полностью обучение за счет бюджета. Мы себе сегодня позволить такого не можем. Контрольные цифры приема уже на 2017 год известны. У нас будет 5 бюджетных мест на направлении подготовки государственного муниципального управления. Кроме того, у нас сейчас ну, такой широкий такой, в общем-то, очень большой набор идет в магистратуру государственного муниципального управления. И, кроме того, вот, для вас, может быть, Марина Геннадьевна говорила о курсах профессиональной переподготовки, у нас очень много из района учатся в магистратуре заочной формы обучения. Это 2,5 года, стоимость за 1 год 35 тысяч. Ну, в общем-то, в принципе, сейчас по силам, но магистратура вам дает возможность претендовать на должности начальников отделов, ну, и так далее, и так далее. Да? Если говорить о едином квалификационном справочнике, поэтому есть такие возможности. Ну и вот наша кафедра экономической теории государственного муниципального управления, она так переименована с 1 сентября 2016 года. Рада приветствовать вас, и сегодня мы будем плотно с вами работать, в том числе поедем с вами в Кабанский район знакомиться с опытом Кабанского района. И я думаю, что мы найдем с вами точки соприкосновения, взаимодействия. Успехов вам. Спасибо за внимание. Можно вопросы? Можно. Будьте добры, я бы хотела уточниться. Мы знаем, что на сегодняшний день в условиях жесткого дефицита бюджета во всех муниципальных районах вряд ли найдутся люди, которые способны будут заплатить 97 тысяч, ну там вот 50 тысяч. И совершенно точно знаю, что в крупных городах обучение стоит гораздо меньше. Как-то вот можно, если у нас вот этот эксперимент по республике не идет, можно рассмотреть вопрос хотя бы уменьшения оплаты за обучение? Ну, здесь, видите, Министерство образования расходы, да, рассчитывает именно таким образом. Это цены, которые рассчитаны Министерством образования Российской Федерации. Да. Я отвечу. Дело в том, что цены придумали не мы. Раньше мы уже сами назначали цены, исходя из конкурентности региона и исключая наш финансовый ресурс. С прошлого года Министерство образования посчитало, что один бюджетник, студент в государственной муниципальной службе 197 тысяч рублей по всей России. Мы ниже не можем, выше можем. Слушайте дальше. Например, у нас учителя физкультуры стоят 162 тысячи в год обучения. Ну, вы понимаете, что туда вошло все. Бассейны, спортплощадки, так далее, так далее. Но если вот им дали 5 бюджетных мест,
Поэтому они не могут ронять ниже 167, вот этой суммы. А если бы не дали бюджетных мест, они бы могли набрать и по той цене, которую вот. Видите, в чем дело? Если есть хоть одно бюджетное место, мы не можем ронять клуб. А значит, там, где вы предполагали, там значит, нет бюджетных мест, просто вообще нет бюджетных мест. Нет, вы понимаете, все так думают, что это с прошлого года, когда система началась, мы впервые в этом году ощутили очень сильно, потому что люди на такую сумму не идут. Но здесь, видите, предлагаешь, участник платит 50 тысяч, а все остальное, там скидка БГУ и 10 тысяч на муж, на 50 тысяч 140. Вообще по набору, Уважаемые коллеги. по набору здесь я хотела бы сказать, что в этом году у нас по факультету самый большой набор, из них 5 бюджетных мест было, остальные 24 человека, они именно из районов, они нашли средства, они предполагают, и кроме того, у нас университет сотрудничает со Сбербанком, то есть есть образовательный кредит. В общем-то, есть возможность. Но со стороны задача же какая, что вы заключаете отдельный договор, да, чтобы человек к вам вернулся. Но я не говорю о том, что это не есть целевой набор. Вот этот момент вы тоже должны понимать. Потому что если мы готовим врачей, район выделяет средства на обучение врача, он имеет право заключить договор на 5 лет. Если вы заплатили за него всего лишь 10 тысяч, имеете ли вы право требовать с него, чтобы он у вас отработал 5 лет, это уже вопрос будет к вам. То есть здесь вот нужно искать выходы. Я думаю, что хороших студентов, хороших школьников можно найти. Их просто нужно с ними работать и готовить. Хорошо, спасибо, Альбина Алексеевна. Еще вопросы, коллеги, есть? Нет вопросов? Я думаю, в течение 1,5 дней мы еще поближе познакомимся, да, с сотрудниками университета и более плотно пообщаемся на эту тему. Вообще тоже бы хотел свое мнение высказать. В этом выпускном году мы были представители комитета развития, комитета госслужбы в составе Государственной экзаменационной комиссии. Вот как раз выпускники ГМУ, мы как бы на себе их прощупали, задавали вопросы, судя по тем билетам, по темам, по наименованиям, по вопросам, по полученным ответам на вопросы членов комиссии. В принципе, очень достойные ребята, девчата выходят отсюда уже теоретически очень подкованные. Конечно, практику они будут разбираться уже на местах. Спасибо. Далее выступление Николая Ивановича Атанова, научный руководитель Института экономики и управления Бурятского госуниверситета, доктор экономических наук, профессор. Пожалуйста, Николай Иванович. Здравствуйте, коллеги уважаемые. От текущих вопросов я хочу вас немножко абстрагировать и с вами обсудить вопросы стратегии. Сейчас республика и все муниципальные районы заняты подготовкой данного документа на период до 2030 года. И мы, сотрудники Института управления экономики и управления, оказываем консультационную помощь главам районов, те, кто обращается к нам за этой помощью. Это, прежде всего, Яхтинский район, это Равнинский район, Кижингинский, обращаются и Прибайкальский район, но пока со временем есть вопросы. Но вместе с тем я вас хочу немножко подвести к сути данного процесса и к его содержанию. На уровне района, да и не только района, должности управделами самая критическая точка в системе управления вообще по всей вертикали. Когда работа идет отлаженно, управделами вообще не замечают. Как только начинаются какие-то сбои не по вашей вине, всегда виноваты будете вы. Поэтому эта должность такая ключевая
И я думаю, что у главы и у управляющего делами района должно быть прежде всего стратегическое мышление и стратегический подход к решению вопроса. Итак, что такое стратегия? Это система представлений о желаемом будущем. Это будущее может быть дистанцировано по времени на многие годы. Наша стратегия до 30-го года, сегодня 16-й год. Отнимаем и получаем стратегию на 13 лет, потому что она на 14 лет она начнет работать с 17 года. Передовые страны, США, Япония, Германия, Китай делают стратегию на 50 лет, а то и глобальную стратегию делают на столетие. Поэтому наш горизонт временной сильно уступает тем передовым странам, которые стараются заглянуть за горизонт. Это система представления о желаемом будущем и направлений действий, чтобы достичь этого будущего. И багаж, который с собой нужно иметь для достижения. Это инструментарий, это методика, это ресурсы и так далее. Да? Система государственной стратегии – это систематическое использование органами государственного управления их полномочий властных, их ресурсов, бюджет, и их возможностей во времени, и с учетом существующей законодательной базы. Запишите, пожалуйста, чтобы вы в интернете нашли федеральный закон о стратегическом планировании Российской Федерации от 28 июня 2014 года, номер 292. Универсальной формулы создания стратегии для государственных учреждений, вообще говоря, нет. Для этого могут формироваться специальные стратегические команды. Стратегия может быть открытой, всеобъемлющей, как плод коллективного разума, равно как и закрытой, осуществляемой под жестким административным контролем. Ну, например, стратегия Совета Безопасности Российской Федерации. Понятно, что она закрыта. А стратегия социально-экономического развития Российской Федерации, региона, муниципального образования – это документ открытый. Для начала приведем основные принципы успешности разработки и реализации стратегии. Первый условие или принцип – это выход за пределы бытового мышления. За пределы упрощенного восприятия действительности. Умение видеть перспективу. Даже мечтать об идеальном будущем и конструировать подходы к приближению этого идеала. Второй принцип – это согласованность интересов разных сторон и скоординированность действий участников. Третий принцип – это разграниченность полномочий. Четвертый – это прозрачность и открытость, реалистичность, результативность, эффективность, измеряемость целей и задач и программ целевой подход. Таким образом, государственный подход к выработке стратегии заключается в консолидации и интеграции интересов общества и создании условий для решения задач предстоящих периодов. Какие принципиальные требования и правила для стратегов и стратегий? Низовым уровнем национальной экономики является муниципальный базис, а основанием вертикали власти – муниципальное управление. Таким образом, можно утверждать, что в зависимости от качества и уровня стратегии развития муниципальной России зависит успех всего народно-хозяйственного комплекса. Рассмотрим принципиальные требования и правила для стратегов и стратегий.
Существует 3 подхода к стратегическому мышлению. Первый подход, запишите, пожалуйста. Стратегия новых горизонтов. Требует умения мыслить далеко за пределами существующей повестки дня. Распознавать наиболее радикальные пути к успеху. Из числа безграничных возможностей стратег должен выбрать ту стратегическую идею, возможность, технологию, на которую будет направлена значительная часть ресурсов. Второй подход – это стратегия улучшений. Основан на системном анализе объекта, и направлен на повышение качества продукта, технологий, коммуникаций, процессов. Если стратегия новых горизонтов сфокусирована на поиске и оценке новых сфер активности, то стратегия улучшений ориентирована на совершенствование действующих подсистемы технологий. Ну и третий подход – это стратегия совмещения. Она призвана на переходный период времени совмещать и стратегию новых горизонтов, и стратегию улучшений. Неэффективную систему стратегическую ожидают 4 судьбы. Это разделение на меньшие субъекты, это привлечение инвестиций путем продажи доли собственности и реорганизации, это либо сокращение штата, активов. Для достижения эффективности результатов, но в меньших масштабах. И четвертое – это кардинальные изменения в самой системе, то есть слияние, поглощение, банкротство и так далее. Характеристика стратегического мышления. То, чем обладает очень малое количество людей, если к общей массе взять, может быть 1–1,5%, умеют мыслить генетически, стратегически. Большинство из нас живут текущими проблемами, вопросами ареала своей жизнедеятельности. Для выбора ключевых идей стратег проявляет одновременно и жесткость, и гибкость. Ежедневно стратег должен заниматься переоценкой прошлого, экстраполяцией известных закономерностей и развертыванием будущих возможностей. Стратег должен соединять прошлое напрямую с будущим. Это невозможно сделать без аналитических способностей и творческой креативности. Многие ведущие страны в качестве генеральной стратегии развития своей страны рассматривают формирование креативного класса. Не достижение валового внутреннего продукта на такую-то сумму или на столько-то процентов, а именно создание креативного класса, критической массы креативного класса. Например, Южная Корея в 2015 году разработала свою национальную стратегию, утвердила ее. А 9 лет назад, в 2008 году, в 2008 или 2007 году они
переименовали Министерство экономики в Министерство экономики знаний. И это не только изменение названия. Поменялась вся сущность работы Министерства экономики. Вот заточенность вся на то, чтобы строить новую экономику знаний, креативную экономику. Далее. 3 оси стратегического мышления. Вы основные моменты записываете у себя, да? И изредка заглядываете вечерами после работы. 3 оси стратегического мышления. Это время, это затраты, это пространство. Время, затраты, пространство. Наполеон говорил, стратегия – это искусство использования времени и пространства. Меня меньше заботит последнее, то есть пространство. Пространство можно вернуть, а потерянное же время никогда. Поэтому стратегии должны рассматривать время как пространство для разработки и реализации своей стратегии. Пространство – это больше, чем только территория какая-то заданная. Под пространством понимается разработанная и реализованная стратегическая идея. Время, как развивающееся пространство стратегии, это период вложений всех ресурсов в данное физическое пространство. Для стратегического склада ума невозможно переоценить роль интуиции, без которой анализ и оценка 3 осей стратегического мышления имеет ограниченное применение. Какие правила, прошу вас записать, стратегического мышления? Это подходы Владимира Квинта. У него есть фундаментальная монография «Стратегия развития государств формирующимся рынком». Если вы где-то добудете, то это будет фундаментальный труд и настольная ваша книга. Первое правило. В стратегии нельзя полагаться на здравый смысл в большинстве случаев. Второе правило. В стратегии мнений большинства чаще всего ошибочны. Третье правило. Стратегическое настоящее – это уже прошлое. Четвертое правило. Использовать опыт успешно реализованных стратегий. Пятое правило. Ни одна стратегия не реализуется вечно. Шестое правило. Инерционное мышление – главный враг стратегического мышления. Седьмое правило. Стратегии не должны разрабатывать предсказуемые стратегии. Следующее правило. Стратегии призваны превращать хаос будущего в систему и в успешный стратегический проект. Следующее правило. Стратегии всегда должны быть оптимистами. Следующее правило. Необходимо всегда переоценивать конкурента. Не недооценивать, а переоценивать конкурента. 23 века назад Су Цзы, который написал книгу о стратегии, она первая, которая сохранилась до сегодняшних дней, говорил, стратег это не тот, кто в 100 сражениях одержал 100 побед.
Стратег — это тот, кто, не вступая в бой, смог победить своего конкурента или противника. И в этом смысле сегодняшняя политика китайского руководства именно пользуется вот этим подходом. Они во всем используют не жесткую силу политики и военных сил, Сирия, Украина, Крым и так далее, ультиматум США. Они используют мягкую силу, не вмешательство, не присоединение, гармоничность, стратегическое партнерство и всеобъемлющее сотрудничество и так далее, и так далее. И этот проект «Один пояс и один путь», реализующийся Китаем в двух проектах: экономическая зона Великого Шелкового пути и морской шелковый путь 21 века, оно как щупальца спрута своими экономическими коридорами обхватывает все евразийское пространство от Лиссабона до Камчатки и от Северного Ледовитого океана до южных границ Южной Азии экономическими коридорами. И по этим экономическим коридорам будут функционировать товары, технологии, информация и так далее не только китайская, но и во встречном направлении. То есть они создают мощный, открытый, общеевразийский рынок, понятное дело, на котором лидерствовать должны китайцы. Если вы в курсе, то встречным курсом к этому проекту у нас идет Евразийский экономический союз. Его создали Россия, Белоруссия и Казахстан в 2015 году с 1 января. Прелюдией к этому было создание таможенного союза в 2010 году, в 2012 году единого экономического пространства. К Евразийскому союзу присоединились Армения и Киргизия. И вот китайский проект «Экономическая зона Великого Шелкового пути» и Евразийский экономический союз, они одновременно идут по встречным курсам. И чтобы гармонизировать их, чтобы их сделать сопряженными, руководители двух государств, Си Цзиньпинь и Путин, они на полях вначале Сочинской Олимпиады, потом на встречах на саммитах ШОС и АТЭС договорились и разработали трехстрановую программу развития экономического коридора Великого Шелкового пути. На троих это Китай, Монголия и Россия. У Китая он называется Великий Шелковый путь, у Монголии он называется Степной путь, у нас он никак не называется так, и у Казахстана, по-моему, Светлый путь. Поэтому в этом проекте, он тоже есть на сайте, надо вам ознакомиться, нас с вами интересует северный коридор вот этого шелкового пути. И он пройдет по маршруту Тяньцзинь, южный порт Китая, Пекин, Ирлянь, Улан-Батор, Улан-Удэ и далее на запад. Китайцы проявляют большой интерес к этому проекту, и только я знаю, а сколько я не знаю, Бог его. Были 3 делегации на моей памяти. Первая делегация, она в 2014 году осенью проследовала вот этим маршрутом приграничных территорий, обследовала исполнение соглашений, которое было заключено в апреле того же года в Шанхае между Россией и Китаем
Это соглашение называется «Социально-экономическое развитие приграничных территорий». Вот эта делегация смотрела, как исполняется в России это соглашение. Вторая делегация рассматривала вопрос реализации программы, была такая, принята в 2009 году в Нью-Йорке между Медведевым и Худзинтао. Она называлась «Сотрудничество Российского Дальнего Востока и Восточной Сибири с северо-востоком Китая». Но эта программа предусматривала в основном одни инвестиционные проекты. И она родилась, и практически ее реализация никак не контролируется, не стимулируется и не мониторится. Третья делегация была в этой весной. Они приехали в Иркутск, наняли автобус, проехали автобусом маршрут от Иркутска до Кяхты. Наше правительство, это делегации провинции Шаньси, и их задача была промониторить вот транспортную инфраструктуру на этом будущем северном отрезке Великого Шелкового пути. Они в Улан-Удэ даже не задержались, сразу приехали в Кяхту, там были 1,5 суток, обследовали всю Кяхту и на автобусе уехали до Улан-Батора. Таким образом они промониторили вот этот наш северный участок. И это, вообще говоря, я заканчиваю, это великий шанс для нас с вами решить те насущные проблемы плохой инфраструктуры с помощью китайского, так сказать, вмешательства или стимулирования. И я рассматриваю вот этот проект «Великий Шелковый путь» не только как экспансию китайскую, а скорее как внешний катализатор, способствующий тому, чтобы у нас была прекрасная или нормальная инфраструктура. А именно, китайцы предлагают создать скоростную железную дорогу Москва-Пекин через Монголию. Поэтому мы сможем до Москвы добраться за каких-то 15 часов на поезде. Они планируют создать также скоростную автомобильную дорогу, тоже рядом с этой железной дорогой. Они планируют, вернее, мы троем планируем создать коммуникационную, информационную всю систему вдоль этого пути. И очень много проектов экономического характера. Поэтому участие наших районов всех, не только Кяхта, Селенгай, Волгай, Улан-Удэ и Капанс, а все районы, потому что от этой осевой линии у нас пойдут еще параллельно. Например, от Кяхты не только через Селенгинский район, а через Бичурский, Мухоршибирский, Тарбагатайский и так дальше. Поэтому, уважаемые господа, я знаю у вас очень тяжелое время, и, конечно, я бы мог порассуждать, как нам вылезти из этого на будущий год. Вернее, как говорят, 2016 год, год будет лучше, чем 17, да? Но стратегию социально-экономического развития, проект, который подготовили новосибирские ученые, будет обсуждаться на комиссии у главы 26 числа октября. И там же, я думаю, будут приняты решения по ускорению разработки районных стратегий. И возникает масса вопросов, потому что у всех подход не стратегический, а как к программе, которую разрабатывали в Иране. Это неправильно. Нужно не совершенствовать все время свои недостатки и улучшать. Как говорил Пеле, футболист, когда наши обратились к нему с вопросом, может ли советская сборная стать когда-нибудь чемпионом мира, он сказал, может. Но вы, говорит, прекратите все время работать над своими недостатками, а совершенствуйте свои достоинства.
Вот поэтому вы, районы, все время кончаете латать, перелатать это латанное, совершенствовать несовершенствование. Посмотрите стратегически на свои новые горизонты, новые точки роста. Например, для Бурятии я говорю, что это, какие у нас достоинства. Есть они. Вообще глобальные достоинства. Ведь Бурятия это же мировой донор по кислороду. Весь древесный покрой наш дает кислород и поглощает углекислый газ. Бурятия это же мировой донор по пресной воде. Избыточные страны обеспечены водой по всему миру, их всего 6, включая Россию. Это Бразилия, Колумбия, Индонезия, Россия, Канада и еще кто-то. А дефицит на все остальные государства. Вот стратегически наши ресурсы, на основе которых мы можем преобразовать свою экономику. Спасибо большое. Спасибо большое, Николай Иванович. Успехов вам. Очень интересно. Спасибо. Успехов. Всего доброго. Ну, можно вот кофе-брейк, да? Пожалуйста. Вы по времени... Я постараюсь кратить. Кратенько? Хорошо. Можно поговорить? Мы планировали изначально в нашей программе кофе-брейк, учитывая, что у нас расстояние до Култушной будет часа 2 на автобусе. Поэтому мы совместили кофе-брейк, берем сухим пайком. Хорошо? Здесь можете Нет, походить. здесь кофе-брейк будет, да. Спасибо. Любовь Юрьевна Хмелева, начальник отдела по работе с обращениями граждан. Тоже актуальная, болевая тема. Ну, не болевая, но та работа, с которой мы постоянно сталкиваемся в текущей нашей деятельности. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, хотела бы поблагодарить Комитет территориального развития, что они понимают важность данной темы. Большое вам спасибо, что приглашаете на наши семинары и что наша встреча с вами становится доброй традицией. Вот Николай Иванович призвал нас всех побыть стратегами, но самый главный стратегический ресурс – это наше с вами население. Не буду сегодня теории посвящать, потому что основными управделами мы с вами знакомы и уже много раз об этом говорили. Кратко остановлюсь на самых болевых точках нашей с вами работы, повседневной работы. Первое, то, что вызывает трудности в нашей с вами работе. Первое, с 2014 года у нас с вами действует информационная система, единая информационная система обращения граждан. Поэтому регистрация обращений должна осуществляться только в этой программе. Убедительная просьба: исключите свои бумажные журналы и талмуды. Во-первых, бумажный журнал не является инструментом для сохранения персональных данных заявителей, а этому сейчас уделяется особое внимание у нас. Во-вторых, вы можете потерять какую-то информацию. И система обращений граждан позволяет и контроль осуществлять ежедневный, и отследить полностью обращение любого гражданина за все годы накопленные. Поэтому убедительная просьба. Я знаю по практике проверок, что во многих районах действует бумажный журнал. От этого надо отказаться. Вторая проблема, которая повсеместно распространена, мы с ней боремся уже не один год. Что такое обращение граждан, прописано в 59-м федеральном законе. Вы по-прежнему продолжаете в качестве обращения регистрировать заявление о предоставлении муниципальных услуг. Просим выдать справку, там градостроительный план, заявление на выделение земельного участка. Вот если гражданин вам жалуется, что он обратился с заявлением, а вы нарушили каким-либо образом его права, вот это обращение гражданина. А заявление с просьбой выделить земельный участок – это ваша повседневная работа, это не обращение граждан. Пожалуйста, еще раз внимательно посмотрите и разделите эти обращения. Второе. Работа в информационной системе обращений граждан регулируется регламентом. Этот регламент у нас утвержден распоряжением правительства.
Нарушение данного регламента является нарушением, несоблюдением распоряжения правительства, влечет за собой дисциплинарное взыскание. Поэтому еще раз приедете домой, прочитайте еще раз регламент работы и посмотрите, где у вас ошибки. Я сейчас специально не буду акцентировать внимание на конкретных районах. Те, у кого есть такие ошибки, они понимают, о чем я говорю. Следующий вопрос, который вызывает трудности, это контроль. Информационная система позволяет нам с вами осуществлять различные виды контроля. В первую очередь это предупредительный контроль. Возьмите себе за практику, чтобы ваш регистратор, специалист, который работает с системой, мы его называем регистратором, еженедельно, в понедельник на вашу планерку представлял вам предупредительный контроль на ближайшую неделю. Это позволит вам избежать нарушения сроков рассмотрения. Программа это позволяет делать. Мы по своим обращениям такой предконтроль вам выставляем, но по вашим обращениям вы должны работать самостоятельно. Вот отчет за первое полугодие 2016 года, к сожалению, не идеален, и случаи нарушения у нас имеются не только по обращениям, которые мы вам направили, но и по вашим личным обращениям. Сами знаете, что это от 5 до 10 тысяч административный штраф, поэтому у вас есть все возможности для того, чтобы избежать нарушения сроков. При этом контролировать нужно не только 30-дневный срок рассмотрения обращений, а административный штраф у нас выписывается за нарушение срока регистрации. Это у нас 3 дня. Заявитель принес, в течение 3 дней мы должны зарегистрировать. У нас сейчас очень активно граждане пользуются интернет-порталом, с которого отправляют электронные обращения. Они у нас сразу попадают в систему обращений граждан. И, как показывает практика, висят у вас там без регистрации, и вы туда даже не заглядываете, а потом гражданин идет и жалуется на то, что его обращение не рассмотрено. Обязательно смотрите разделы обращения с портала ЕПГУ и обращения с официального портала органов государственной власти Республики Бурятия. 3 дня вам на регистрацию, 7 дней на перенаправление, если вы считаете это необходимым, если вы считаете, что это не ваша компетенция. Особо хочу здесь обратить внимание, районы активно стали пользоваться вот этой вот возможностью сбросить на сельское поселение. Да, если обращение пришло к вам непосредственно, вы можете написать заявителю: ваше обращение направлено на рассмотрение в сельское поселение. Если обращение отправили вам мы или министерство, пожалуйста, министерства не могут писать на главу сельского поселения поручения. Они пишут вам, вы делаете запросы, и спрос с вас, отвечаете вы. Сейчас тоже не буду называть, все вы прекрасно знаете, о ком я говорю. Взяли просто за моду, присылают нам ответ: обращение направлено в сельское поселение, и до свидания. А добиться от сельского поселения ответа в наш адрес, это вот на моей практике еще ни разу такого и не было. Это просто вот потом, единственное, что с Северомуйском мы там бились, кое-как добились, через 2 месяца прислали они нам ответ. Пожалуйста, убедительная просьба. Да, мы понимаем, что согласно 14 статье 131 федерального закона, часть полномочий – это исключительные полномочия сельского поселения. Но если мы к вам обращаемся, ответ перед нами держите вы, а не главы сельских поселений. Так, сроки. Мы с вами поговорили. Так, ага. И теперь 4-й вопрос. Я вас всех поздравляю. 12 декабря мы с вами отмечаем День Конституции Российской Федерации. Для нас этот день с вами знаменателен тем, что мы проводим общероссийский день приема граждан. Официальное письмо о том, что этот день состоится, к нам поступило. Поэтому порядок проведения этого дня у нас с вами определен 102-м указом главы Республики Бурятия. Все вы о нем помните.
У всех у вас, кроме Северобайкальского района, мы сейчас с ними ведем работу, закуплено программное обеспечение. Оно должно быть в обязательном порядке использовано в этот день. С 1 ноября начинаются нагрузочные испытания, которые проводит администрация президента Российской Федерации. Поэтому приедете домой, пожалуйста, приведите ваше специальное программное обеспечение и рабочее место уполномоченных лиц в соответствие, то есть запустите обновление, оно уже имеется. Второе, на сайте ССТУ РФ актуализируйте информацию об уполномоченных лицах, поскольку у вас произошли изменения, штатные изменения, специалисты поменялись, у кого-то может быть электронная почта, адреса, телефоны. Это необходимо до 1 ноября привести в полное соответствие, чтобы уполномоченные знали, что они уполномоченные. Практика показывает, мы звоним, а человек даже не в курсе, что он наделен такими полномочиями. В нагрузочных испытаниях будем участвовать, они будут проводиться не между нами друг другом, а между субъектами. И вот прошлый год показал, что мы звоним в другой субъект, а там человек не в курсе, что вообще такое нагрузочное проводится и что он оказывается в такую должность согласно. А мы информацию берем с портала ССТУ РФ. Пожалуйста, обратите на это внимание, приведите в соответствие 12 декабря с 12:00 по местному времени до 20:00. Ваши главы, ваши замы глав, управ делами в обязательном порядке находятся на местах. В том числе вы несете ответственность за сельские поселения, поскольку у них нет мест рабочих, нет специального программного обеспечения, они работают в телефонном режиме, но вы на ССТУ должны обновить информацию по главам сельских поселений, по контактным телефонам, потому что, может быть, кому-то потребуется выйти именно на сельское поселение, и чтобы они тоже в этот день были на местах и вели приемы граждан. Так же, как и прошлые года, у нас с вами сохраняется порядок, что мы предоставляем каждые 2 часа информацию о гражданах принятых. Вчера у нас состоялось заседание комиссии по координации работ и оценке работы с обращениями граждан. Там будет протокольное решение. Я думаю, что сегодня уже этот протокол будет разослан, и электронная форма, по которой вы должны отчитываться каждые 2 часа, и адрес, куда нужно отправлять эту электронную форму, там будут указаны. Обратите, пожалуйста, особое внимание, и давайте этот день проведем с вами на высоте. Не будем забывать, что граждане – это наш самый главный стратегический ресурс. У меня все, спасибо. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Мы так, как в прошлом году, внутренний график дежурства сами составляем и утверждаются. Да. Главное, чтобы глава или замглавы обязательно были, кто-то из должностных лиц обязательно были. Так, нагрузочные испытания когда будут? Нагрузочные испытания Москва нам пока сообщила, что с 1 ноября дополнительной информации пока не поступало. Мы ее будем обязательно информировать. И на портале ССТУ в разделе «Новости», пожалуйста, сейчас каждый день заходите на этот портал и смотрите. График нагрузочных испытаний будет вывешен в разделе «Новости», так же, как в прошлом году. Кто участвовал, у кого уже было программное обеспечение, те помнят. Так, и 12 декабря сам день приема граждан. Сам день приема это граждан. Понедельник. Понедельник, наверное, да. это понедельник. Если у нас будут отложенные приемы в течение 7 рабочих дней, мы с вами проводим отложенные приемы. То есть, если гражданина не удается вопрос решить именно сегодня, да? И в течение 10 рабочих дней на портале ССТУ вы размещаете отчеты, то есть количество принятых граждан за себя и за все сельские свои городские поселения. Обязательно. Спасибо. Еще вопросы? Ну, уважаемые коллеги, эта тема, вообще работа по обращениям граждан, она находится на постоянном контроле как в администрации президента, так и нас постоянно мониторит СФО. Мы, естественно, делаем запросы вам, собираем от вас отчетные данные. Вот единый день
приема граждан – это один из показателей как раз нашей с вами работы. Работа непосредственно с нашими жителями, с нашими избирателями, где больше возникает, где социально-экономическая ситуация, где хуже, там, конечно, больше возникает обращений и вопросов по нашим жителям. Прошу Спасибо. обратить внимание. Спасибо. Как мы, коллеги, 3 минуты прерываете или прерываемся? Да, Валентин Сергеевич. Да. Приносим извинения, да. Да, конечно, людям надо немножко Следующий у нас докладчик будет Петров Валентин Сергеевич. В прошлом году, помните, он нам читал свою тему. Сегодня тоже буквально 5 минут.